История нечеловеческой жестокости к братьям нашим меньшим разыгралась в местечке Кируль, что под Сыктывкаром. Проезжающий мимо велосипедист стал свидетелем шокирующей картины. Пожилая женщина била палкой кошку. Шея у животного была обмотана капроновой веревкой, рядом в ручье плавала переноска. Необъяснимая жестокость 85-летней жительницы Сыктывкара взбудоражила пользователей сети и вызвала волну возмущения. Обо всем подробнее расскажет Павел Королев. Ну-ка давай, отпусти шею, отпусти. Отпусти! Не трогай кошку. Автором видео и очевидцем экзекуции над питомцем стал Алексей Холопов. Он частенько катается в этом месте на велосипеде. Накануне, проезжая мимо, он услышал истошные визги кошки. Домашний питомец явно просил о помощи. Подъехав поближе, перед молодым человеком предстала устрашающая картина. Здесь стоит бабушка преклонного возраста в красном пальто. Я перемещаюсь в эту сторону, говорю: бабушка, ты что делаешь? Она говорит: я вышла с кошкой погулять, попоить ее вот этой вонючей водой, поиграться. Ну, я понимаю, что это все брехня, она мне здесь придумывает какие-то свои истории. Какую вижу я картину? Здесь вот в данный момент лежит кошка, на ней была одета петля, 2 раза обмотана, веревка капроновая была, переноска. Есть фото, на видео она помещена в воду полностью. Дверца была отломлена у переноски. Я говорю: отпусти кошку, потому что я еще сдалека, когда сюда бежал, я видел, что у нее была в руках палка, она эту кошку долбила, била кошку. По словам Алексея, пожилая женщина, видимо, решила избавиться от кошки. Сначала попыталась утопить питомца в переноске, однако животному удалось выбраться из нее. Тогда сыктывкарка решила завершить начатое, натянув усатой петлю на шею и взяв в руки палку. За этой картиной ее и застал очевидец происшествия. Она дала номер телефона мне, я позвонил ее дочери. Дочь сказала такую историю, что бабушка забрала кошку на передержку отдать в какой-то питомник. У нее какая-то есть подруга, она будет ухаживать за ней, пока мы куда-то отъедем, как я понял. Но у бабушки другая версия. Бабушка говорила, что я пошла с этой кошкой к подруге, с подругой я должна была идти домой. Через 2 минуты у нее другая версия, что я должна эту кошку отдать в питомник, когда уже дочка подтвердила. В итоге кошку по кличке Люся, ей, к слову, 13 лет, спасли. Сейчас она находится на передержке у соседки Алексея, и ей больше ничего не угрожает. А в сложившейся ситуации будет разбираться полиция. Впрочем, как отмечает депутат Госсовета Коми, лидер партии «Зеленая альтернатива» и большой любитель домашних животных Виктор Бетехтин, не всегда живодеров удается привлечь к ответственности. Зачастую правоохранители отказываются возбуждать уголовные дела. А между тем, такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Если мы берем там психиатрию, да, криминалистическую, которая же показывает, что если человек наносит вред животному, да, которое именно не может дать отпор, то фактически второе преступление уже будет у нас иметь факторы нанесения вреда человеку. Это факт, это уже психология, психиатрия, да, уже не психология, это уже психиатрия. Поэтому на контроле таких людей нужно держать. Как нам рассказали в УМВД по Сыктывкару, все свидетели инцидента опрошены. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, за жестокое обращение с животными грозит уголовная ответственность. Штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо до 5 лет лишения свободы. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган.